Доброе утро, Таджикистан! Добро пожаловать в третий час утреннего камбэк-шоу на радио Азия Плюс. Бахан Азербаев, Дарья Христолюбова. И сегодня у нас в гостях мега-талантливый, мега-харизматичный, главный коллекционер статуэток Торона Music Award, очередной номинант на Торона Music Award 2023. Сафар Мухаммад, привет! Привет, доброе утро. Теперь, да, здесь. Мы очень рады тебя видеть. Спасибо, да, спасибо. вот сейчас мы за эфиром общались с Сафаром, и он сказал, что он один из немногих, тот, кто просыпается рано из звезд. Это очень здорово, потому что есть такое поверье, кто рано встает, тому Бог дает, да? Много дает? Правильно. Ну, сегодня... Сразу с главного. Кто ваши слушатели? Много дают? Нет, сегодня много наша компания. Да. Так что мы очень рады тебя видеть. Еще Много раз добро смеха. пожаловать. Много смеха будет, конечно Много же. смеха, море музыки, Да. отличное настроение, потому что отличный гость. Гость, который на протяжении всего этого года не терял время попусту, а создавал что-то новое, интересное. Мы с тобой давно, кстати, в эфире не виделись, поэтому давай, наверное, об этом и поговорим. Каким успехом за этот год рад больше всего? Каким успехом я рад больше всего? Ну, наверное, многое переосмыслил. Этот год больше был такой не музыкальный, можно сказать. Философский. То есть я больше, да, думал о будущих планах, что оставил на потом, что не сделал. Ну, то есть такой был самосуд, можно Ты сказать. повзрослел в этом году. Наверное, Ну, да. мы поговорим еще о планах на будущее, потому Да. что мы уверены, что они грандиозные. Ну, наверное, все-таки поговорим о творчестве. Понятно, что ты вот уже сказал о том, что был такой самосуд у тебя, да, в течение всего года, но всего 2 песни за год. Нет, 4. Всего 4 песни за год, Сафар. Всего два Это альбома. впервые 4 песни будет, то Подожди. есть 4-я еще не вышла. Ну вот 3, значит, Да, получается. да. Это Мегаполис, Мегаполис, клип, который я сделал Джоном. Джоном и Аривидерчи. Аривидерчи! Точно, этот же год. Этот же год, да, мы почему-то подумали. Так Просто часто слушали, Мы не что такое почувствовали их, ощущение. если честно, потому что они вышли очень под конец года. То есть они вышли вот 2-3 месяца назад все это вышло, поэтому... А Мегаполис вышел в начале года, там, Да, чуть ли в не январе. в январе, да? Да, Я помню, мы представляли. Поэтому я сам до этого дня думал, что у меня 2 песни вышло. Пока мне не сказали, ты не помнишь, ты клип делал? Я такой, Я помню, в ванной что-то лежал там, да? в одежде. Почему, кстати, такая идея? И Политов Блин. вспомнил под душем. Я даже не знаю. Я просто вот посмотрел, и я захотел этого сделать. Потому что было холодно, ребят, вы не представляете, как было в Ну, этой это же студии зима. холодно. Ты же в Ташкенте, да, по-моему, Да, этот клип да, снимал? да. Там ты рассказывал, Очень что... холодно было, ребята, такой, ребят, можно мне окунуться? Они такие, у нас горячая вода. Я такой, прекрасно. Я прям в одежде пойду, чтобы чуть теплее было. Запланировано, получается, экспромтом. Все просто вот так, как шло, так и шло. Ну, как всегда, в моих клипах я внезапно превращаюсь в режиссера, постановщика, и я начинаю просто свои идеи давать, и режиссер такой, ты чё? Зачем? За что? Не лезь в нашу работу. Ну, вот смотри, между песней «Мегаполис» и песней «Аривидерчи» достаточно такой был долгий срок, да? Чем ты занимался помимо самосуда? Может, была какая-то концертная деятельность? Может быть, какие-то поездки были, съемки? Да. И был концерт, ВК Стадиум Россия, Москва, то есть 4500 человек, и мы просто взорвали Наурус. Там мы выступали на Nauruze. Да, мы видели видео, мы видели фото, потом мы с тобой, кстати, встречались, после этого виделись, ты показывал видосики, Да, это было да. очень круто. Мы бы с удовольствием тоже съездили, но нас никто не приглашал. В следующий Следующий раз. раз я приглашу. Итак, концертная деятельность, подготовка к новым каким-то творениям. Все это в любом случае немножечко выматывает. Ну, мне так кажется, морально, по крайней мере. Где ты находишь силы, чтобы не перегореть, чтобы вновь вдохновиться? Даша, если честно, я все еще ищу это. Потому что, ну, как будто в этом году нереально было это найти, потому что, наверное, я работал в течение, наверное, вот с 2015 года, я работал, не покладая рук, и отдыха такового не было. И я понял, что, наверное, ошибка в этом была, что иногда нужно было просто взять брейк, а не добивать себя на таланте и на мастерстве, знаешь, выйти. Вот сделать песню, да, сердце говорит, ну не делай сейчас, вот нету вот этого.
А я говорю, не, давай на мастерстве сейчас сделаем, нормально будет. Ну, наверное, вот... Это То есть далось. можно сделать вывод, что ты какой-то работой своей недоволен? Да, конечно. Что за работа? Мне не нравится Аривидерчи. Почему? Это же хорошая песня, очень классная. Это ее проблемы, она мне не нравится вообще. Не нравится чем? Я не знаю, Аривидерчи мне не нравится, песня Джона мне не нравится, потому что эти две песни, я не знаю, что-то в них не хватает. То есть я, когда их делал, я загорелся такой, мне все нравилось, но когда они вышли в этот мир, они мне не понравились как-то. Я не знаю. В плане звучания, Всем понравились. текста, Нет, чего? в плане звучания, наверное, самый лучший звук в этой стране. Я это могу храбро сказать, но чего-то не хватает. Так, текст писал Орзуйсоев. Да. Вот сейчас он нас слушает и говорит, в смысле не нравится? Нет, все-таки эти песни не берут меня. То есть, ты пока не понял, чего в них не хватает? Да. А как поймешь, ты будешь переделывать их? Нет. То есть, вот они как есть, так и останутся. Да. Но мне Может, кажется... просто в какой-нибудь день я просто расслаблюсь и скажу, блин, ну, хорошая песня, оказывается. Просто какие-то моменты вот меня бесят в этих песнях. Вот, я не знаю. Ну, смотри, если возьмем такую культовую группу Nirvana, да, есть у нее замечательный хит, который вышел в альбоме Nevermind 91 года, Smells Like Teen Spirit. Эта песня, это визитная карточка этой группы, да, была, но сам Кобейн, он ее ненавидел. Да. Вот твои поклонники, они же в любом случае твои песни обожают, ценят и любят. Вот они говорят, Аривидерчи хорошая песня. Почему ты вот сидишь и говоришь, нет, мне не нравится? Ты вот должен ее... петь, Вот, исполнять на концертах. Вот я скажу, Аривидерчи, ребят, 100% ваша. Если 10% какие-то принадлежали мне, нет, Баха просто, понимаешь, Аривидерчи, он мне нравится, Джонам тоже мне нравится, но в них чего-то не хватает, чего-то важного, понимаете? То есть там недосказано как-то все. Как-то она, в принципе, готовая, но в то же время для меня она сыроватая. не готовая, да. Она для меня просто какая-то... Давайте я сейчас не буду их ругать. Хорошо, в Мегаполисе всего хватило? Да, Мегаполис это бомба, она просто... Вот так просто любые стены может... Сколько времени у тебя ушло с момента вот придумывания Мегаполиса и до финального? Год. А на Аривидерчи и на Джоном? Почти год. Почти год. То Каждая есть песня то же год. самое время, да, практически ушло. Но ты говоришь о том, что ты там, у тебя был некий такой перерыв, да, там, и то есть ты там самоанализ обдумывал какой-то был. все, да, но тебе не кажется, что это непозволительная роскошь для музыканта такого уровня? То есть я имею в виду, поклонники-то ждут. Так в этом и дело, то, что я всегда вот этими же словами, эти слова двигали мной. Но получается, я все еще не отдохнул. Получается, я все еще типа getting ready to take off. То есть я готовлюсь вот к этому вылету, но чтобы отдохнуть, но все еще не могу подобрать ключ, как это сделать. Завис на взлетной полосе. Да. А вот та 4-я песня, которая должна совсем скоро быть. 4-я песня, она будет супер, мега такой жирной точкой вот так в нашей индустрии. Ты ее еще не представил, но... Ребята, у меня еще другая песня, которая еще больше взорвет все. Это лучшая моя песня, которую я в своей жизни делал. И его, по секрету скажу, Баха слушал. Баха в моей машине его слушал, поэтому, да, она... Я вас отведу к нашим предкам. Вот. Да, сейчас Там спойлерить... какие-то корни? Спойлерить не буду. Я единственное, что скажу, что вот такую вот коллаборацию я всегда с большим уважением всегда относился, когда люди коллаборируют вот эти вот этнические нотки, да, когда есть и современное звучание, и который дает отсылку к чему-то там такому вот прошлому, это очень круто. Я больше спойлерить не буду, но песня мне очень понравилась, я тебе тогда еще сказал. Но примерно вектор мы, наверное, уже поняли, и последующие песни, они будут в таком же ключе, или это вот Нет. единственное в своем роде? Такие песни невозможно просто брать и вот так повторять. Поэтому в декабре у меня выходит одна песня, которая просто будет... Эта песня, ребят, вот в этой песне ничего не нужно. Там нужен просто бит и я.
И все, мы там будем такое В вытворять. смысле, ты будешь рэп читать? Нет. Нет, но я тебе после записи поставлю. Все, договорились. Послушай. Вот, кстати, по поводу звучания, да, то есть есть у каждого исполнителя, ну, у большинства исполнителей есть фирменный, что называется, почерк. У тебя он тоже четко прослеживается, то есть ты слышишь первые нотки, ты не понимаешь, что да, это песня Сафара, даже если ты ее никогда не слышал. Но вот твоя композиция на памирском, которую ты спел, «Умре Тист», да, она называется, она же отличается немножечко, да? То есть что тобой движет, когда ты вот думаешь, а вот сейчас я вот это вот сделаю, или вот про ту песню, о которой мы только что говорили? Мне нужен был человек, который оттуда. И я должен был забрать его душу. Это был Ашур. Я Ашура попросил просто, ребята из Бадахшана, они играют гитару по-другому, и у них аккорды другие, если ты замечал. Да. Рифы другие. И поэтому я его попросил просто подобрать аккорды, но, ну, по-своему, то есть, и все, он это сделал, и я просто начал. То есть я влился, все. И мы сделали музыку, я начал работать, там, оттачивать, и потом он текст написал, Ашур. И все. А сложно было на Нет. неизвестном языке тебе петь? Очень легко. Легко. Очень легко. После того, как я пел на китайском, на кыргызском, на казахском, на этих языках, А сложнее всего на каком? сложнее, наверное, было мне на кыргызском. Да. Произношение, звуки другие. Да. Хорошо. Итак, друзья, напоминаем, что сегодня у нас в гостях номинант на премию Tarona Music Award 2023 Сафар Мухаммад, легендарный, живая легенда с нами. Если у вас есть вопросы нашему гостю, можете адресовать их нам в Телеграм. 28-40-107. 13 декабря на календаре. Кто-то пугается этого числа, а для кого-то оно, наоборот, символично. И вопреки стереотипам, наш сегодняшний гость Сафар Мухаммад, он считает это число своим счастливым. Во-первых, родился 13 числа, правильно? Во-вторых, в имени целых 13 букв. Во-вторых, трек был Это под уже в-третьих. названием... У меня много раз во-вторых. Я дальше просто считать не умею, я гуманитарий. До 12 мы не дойдем, да? И еще, во-вторых, опять же, был альбом под названием «13». Вот. Был ли? Вот. Вопрос у нас, кстати, да, прилетел от слушателя. от слушателя MTV. Привет, у меня такой вопрос. Когда же все-таки выйдет долгожданный альбом 13, который Сафар анонсировал еще в 2019 году? В ноябре 2021 года вышла студийная компиляция из всех ранее вышедших треков, но альбома так и не было. Что случилось? Где? Кто? Подловили? Это кто спросил? Поклонник. Спросил, это было, Поклонник творчества. это чистейшая правда. Это альбом 13 был анонсирован с песней «Нокуджо». Но так как вы знаете, что альбомы сейчас никто больше не делает. То есть альбомы сначала эпишки, синглы, и потом все это собирают, и еще 2 песни новых добавляют и называют это альбомом. Да. Да, потому что когда ты запускаешь альбом, очень большой риск, что не всем песням будет достойное внимание. Понимаете, да? Можно, типа, вот в начале раз next, давайте next слушать туда-сюда. А там опять аривидерчи. А там опять аривидерчи. Прикиньте. И, короче, и поэтому, да, если так взять, то альбом 13 мы закончили с песней «Нокуджо». С песней «Нокуджо» мы То есть сделали начали с нее и очень много. закончили ее. Нет, мы сделали «Нокуджо», мы сделали 13, мы сделали «Мегаполис», мы сделали «Комаров», мы сделали... мы очень много песен сделали, ребят, так-то. Подожди, а Мано и Надора... Мано и Надора было до. Да, я знаю, они, то есть, не планировались войти в этот альбом. Нет. Хорошо, то есть сейчас ты больше специализируешься на синглах, то есть которые выходят очень крайне редко, и что очень печально как для, ну, наверное, и тебя, так и в первую очередь для твоих поклонников. Но все-таки соберется альбом. Он будет. Будет. Когда? Но не 13. 13 уже закончен. И просто я не буду называть это все. Не соберу это в одно единое и скажу, это 13, ребят. Потому что уже смысла в этом нет. Но можно сделать что-то другое и назвать все это потом альбомом. Но зачем? Зачем этот статус альбом вообще нужен? Если Ну, можно... кстати, сейчас очень многие, да. Не, ну хотя вот Тейлор Свифт, которая... Вот про неё да, вспомнила. она вот же не Она вообще другая порода, это вообще другой вид человека, знаете, но
Остальные вот даже в The Weeknd. Возьмем The Weeknd. Он все песни, которые эпишки были, взял сейчас и просто подписал как альбом. Поэтому... А они вышли уже год назад. Вот мы сейчас про Тейлор Свифт, про The Weeknd, и на самом деле не видели, к сожалению, наши слушатели того восторга дичайшего Сафар Мухаммада, когда он слушал свой же трек. Ты получаешь истинное удовольствие от того, что тебе нравится. Но я понимаю, что периодически ты слушаешь и песни других исполнителей. Да. У тебя на страничке, например, есть в твоем же исполнении кавер на Тамадел, по-моему, да? Another Love. Кого ты сейчас слушаешь чаще всего? Чаще всего, наверное, вот даже если сейчас из последнего взять, да, сейчас больше всего, я не знаю, вот я слушаю вот техно. Техно? Техно, где нет вообще ни голоса, ничего, просто прям вот как будто Nightclub, знаете. Я его очень много слушаю, потому что я считаю, что этот стиль очень такой неизученный. Недооцененный, да? Он неизученный. Не все понимают его. Все думают, что это вот чисто для клуба. Но я не считаю это. А можно ли это назвать как черпанием вдохновения? Да. То есть, возможно, нас что-то ждет в таком стиле? Я очень хочу, потому что это... То есть рок. Это изучаем прям... рок, да. да. Сейчас изучаем рок, потому что я лично думаю, что вот в роке можно найти все. Анна, все, Что угодно. я все услышал, я домой. Да, все что угодно, потому что, я вот с детства слушаю рок. Ни рэп, ничего такого. Рок. Прям рок. Мы ходили даже в этих черепах, помните? Черепа, вот эти значки. И отец мне говорил всегда: Сафар, не приходи на работу ко мне с этими черепами. Они подумают, что ты... Какой-то не такой. Верующий какой-то. Я такой: пап, все нормально. Я рокер. Да, я рокер. И мы все вот здесь тусовались. Помните? Вообще я скучаю по этим моментам, когда были какие-то субкультуры вот эти, знаете, вот такие собирались команды. Да, это очень Они, классно. Сафар, я тебе по секрету скажу, они и сейчас есть, просто те места ты сейчас уже проезжаешь на машине, а не проходишь ты там пешечком. Кстати, пока ты проезжаешь на машине, но, может быть, в скором времени ты будешь ездить на другом Врум-врум. виде транспорта. Не все наши слушатели знают об этом. У тебя увлечение. Ну, подписчики-то знают, а вот Да. не все слушатели точно. Курсант Кадыров, Савармат Кадири, да, я выпускник второго потока. Я закончил вождение на мотошколу, да. И нашел какой-то, вот я же говорил, я был потерянный, ходил. И мотоцикл, это было такое, знаете, спасибо Акайдувару, что научил. Я просто записался на уроки, как и все. И все. А для я чего? когда сел впервые на мотоцикл, я уже поехал. Я такой: это знак. Это просто... Я почувствовал настолько такой спектр свободы. Вот, невозможно объяснить. Скажи, можно... Баха, вот ты катаешься на мотоцикле. Невозможно, можно очень красивыми словами объяснять это как, но вот эти чувства объяснить никак. Это как говорят, что такое любовь. Вот объясните мне, что такое езда на мотоцикле или на лошадях. Это вот вообще свобода. Это надо испытать. Да, конечно. Конечно, вот вся энергетика, которая рядом с тобой вот так машины проезжают, это просто... Свой микрокосмос, да? Да, другой вид зверя, знаете, такой... А давно открытое хотел небо. научиться? Нет, это вообще случайно получилось у меня. В этом году? Да, случайно. Мне Джавод, диджей, Джавод, да, наш друг, привез мне подарок на один урок, на один бесплатный пробное урок. занятие, да. И все, я такой: все, я приеду. И я так и не поехал. И как-то раз просто случайно я попал на эту тусовку. И он говорит, Акайдувар говорит: садись. Я Это главный сел. инструктор. Да, и просто поехал. Я такой: вау. И все. То есть в город ты уже уезжал, да? Я уже пару раз катался в городе, и я уже катался на классических, на боберах, на чоперах и на R1.
На R1. На глаза-то как R1. Да, заблестели. я объясню, что такое R1. Это спортивный мотоцикл Yamaha с объемом двигателя 1 литр. То есть для новичков он никак не подойдет. Нет. Это абсолютно не для новичков, это для людей, у которых опыт вождения спортивных именно мотоциклов очень-очень большой. И ты сел на R1 и не побоялся. Я был Бесстрашный. в шоке. Улыбка с моего лица не сходила. Это Меня не- еще фотографировали. Это, наверное, не Может, это улыбка, нервное было? это ветром просто, знаешь, от большой скорости Задуло. сдувало. Да. Блин, нужно объяснить, что 1 литр для мотоцикла это очень много, ребят. Сейчас, думаю, зрители не поймут, поэтому... Это, как, я не знаю, очень мощный автомобиль, да, Да. там вот, я не знаю, Ford Mustang 6-литровый какой-то, Да. когда чуть-чуть даешь газу, и она там всё, она летит. срывается. А То же самое было. Домой пришел, сказал, все, я пересаживаюсь на байк. Как отреагировали? Там что-то вроде «Сафар, ты что? Это небезопасно». Были какие-то такие речи? О, Это счастье. мое лицо было, да, когда я... Да, вот фотка, вот смотрите. Вот, фотография, И- да, где Сафар на мотоцикле. Пожалуйста, не ругайте, что я без экипа был. Я сам не понимал, что я без экипа. Я потом А мы уже хотели после сказать, фотку где шлем? увидел. Я фотку увидел, я такой, слушай, А как так получилось? я был без шлема, без экипа. Я был как чистый байкер, просто на спортивном байке. Сел на мот и поехал, Да, да? да, да. Дома не было таких разговоров, что небезопасно, зачем, Знаете, я куда думал, ты? что, да, я думал, что мама скажет, Сав, ну, типа... Алло, правильно, гараж. Приходи не в себя надо, уже, не да? надо, не надо кататься вообще на этом. Она просто сказала, молодец. Я такой, странно. Мама, ты Мама это- меня разлюбила. Такой, спасибо. И все, я дальше в свою комнату и все. Так, ты пока еще не приобрел свой Нет. мод, но, мы так понимаем, ты планируешь. Конечно, А что ты хочешь брать? Короче, я вот подумал, R1 мне нравится очень сильно. И мне нравится Бенелли, если знаешь. Китайский, да, конечно. Не, итальянский Бенелли. Который сейчас выпускается в Китае. А, да? Сразу перехотел. Нет, нет, Но но- она настолько Подожди. красивая, ребят, она настолько крутая. Подожди, ты хочешь спорт? М? Спортбайк хочешь, да? Ну, или спортбаг, или стрит. Вот Бенелли... Я тебе все-таки рекомендую Чоппер. Чоппер это, кто не знает, это мотоцикл для такой повседневной езды на дальние расстояния. Харли Дэвидсон, условно говоря. Вот Да, они да, такие да. классические мотоциклы. Ну, или что-то такое возьму, которое прям с киберпанка, с хорошим седлом. Что прям, да, вот если заезды будут, например, в Худжан куда-то, да, с ребятами, с вами, то тогда что-то на спорте, просто ехать туда, ну, это вообще... Сложно. Да, это очень сложно. Тогда бери Крузеры два. мне очень нравятся. Тогда бери 2. Так и получается. Вот я только хотела сказать, что сначала Рядом с Сафар машиной. коллекционировал статуэтки Торона Music Award, а теперь будет коллекционировать еще и байки. Да. Помимо этого увлечения, Сафар максимально активен в плане общественной деятельности. Время в столице 9:47, утреннее камбэк-шоу продолжается. Бахан Азербаев и Дарья Христолюбова в студии. Сегодня у нас в гостях Сафар Мухаммад. Это номинант на нашу главную музыкальную премию Торона Music Award 2023. И Сафар, вот когда мы говорим о начинающем исполнителе, для него получение вот такой вот награды сродни какому-то дикому, да, восторгу. А если речь идет о таком же состоявшемся исполнителе, как ты, все-таки какие-то же ощущения, какие-то эмоции появляются, когда тебя или твою песню номинируют на одну из главных наград музыкальных? Отвечу прям честно, то есть я думаю, что азарта уже не хватает вот этого. Хочется уже какой-то, знаете, вот типа номинация вот за это. Конкретика какая-то. Конкретика какая. Я хочу конкретики. А в какой бы номинации ты сам себя наградил? Блин, я не знаю. Даже если бы проиграл бы в какой-то номинации, зато была бы номинация, я бы не огорчался. Все, Я будем бы иметь в виду со следующего года. То есть нет, я не из этих людей. Если проигрывают, гапнись. То с достоинством. Да, конечно, гапнись. Но вот а какую бы номинацию можно было бы сейчас Сафару придумать? Вот если бы были у нас условно на Тороне номинации. Баха, если бы я проиграл, ты бы сказал мне свое мнение. Честное мнение. Сказал бы. Да. Конечно. То есть ты бы сказал, что Я знаю это номинацию. полная шляпа, ты самый лучший. Я знаю номинацию. Живой звук. Живой звук. Вот. Однозначно. Вот, да, по поводу... А живого там звука. один номинант будет, значит, простите.
Это читерство какое-то, Сафар, так нельзя. Вот по поводу живого звука. Что для тебя фанера? Фанера — это быть храбрым. Для меня. Так, поясни, Поясняй. пожалуйста. Поясняю. Человек, который поет в фанере, рискует всем своим вообще клаудом, Авторитетом. который у него есть, да. То есть человек приходит прям с любящими глазами, смотрит на артиста, а в моменте просто понимает, что раз музыка останавливается, или в конце какое-то название лейбла, который дистрибьютора Сайта. таджикского, да, сайта, и человек просто ставит все на кон. Поэтому я считаю их очень храбрыми. Ты таким храбрым никогда не будешь? Нет. Это Всегда хорошо. исполнение только Конечно. живем. Даже если вдруг не будет музыкантов, это будет Всегда. минус, но голос всегда будет живой. Всегда. Даже музыка, даже когда останавливалась, я пел. И все просто хлопали. То есть все дают мне бит, хлопают, и все, я пою дальше. Я не буду ждать музыку. Я буду петь. Сафар, любое выступление на сцене — это в первую очередь, конечно же, талант, это мастерство, это упорство, но это еще определенный образ. Yeah. Как ты подходишь к выбору образа перед каким-то выступлением? Это больше, наверное, в моем случае, это больше о комфорте. Я люблю чувствовать себя в комфорте, и перед тем, как выступить, я уже себя вижу в какой-то одежде. Я вот себя вижу вот в этой одежде, я должен вот одеться, посмотреть. Я смотрю на себя, пару моментов пою, и если бывало такое, что я 10 одежд менял, ребят. И все не то. Нет. Потому что не подходило вот моей энергетике, которая вот на тот день. Подожди, помимо энергетики, есть же еще и другие факторы, например, такие как свет. То есть, условно говоря, вот ты примерил образ, Это- да, ты в это дневном, большой вот да, дневной свет у тебя дома, ты посмотрел в зеркало, классно, тебе комфортно. Сафар приглушил свет, посмотрел, как в темноте. Ну, я имею в виду, что вот на сцене прав, да. полностью отключается свет, да, условно, там софита, это же будет совершенно по-другому смотреться. Такие моменты ты учитываешь перед тем, как вот выбираешь какой-то образ? Я считаю, что многие образы вообще в мире спасают вот эти неоновые цвета, которые, вот пушки, которые дают разными цветами, особенно розовый цвет, особенно зеленый, они все прячут, Все сглаживают, да? все сглаживают. Поэтому, да, главное уверенно выходить. А я же год вот, получается, я пою, когда я просто стою на месте. Я не знаю почему. Но в этом году, если вы помните, позапрошлые года я прям вот так Скакал. носился по сцене. Ну, вот этот год какой-то... Подустал? Моя мама говорит: слушай, Сафа, говорит, не говори про этот год ничего, все хорошо. Я говорю: нет, я не принимаю этот год, 23-й. У меня его нет, как у китайцев нет 4-го этажа. Понимаете, да? Так, Но в свое время ты стал законодателем моды своего рода на мужскую прическу. То есть до того, как ты появился на сцене с этими кудряшечками, я не видела ребят у нас в городе, которые бы, например, да, делали химию, которые бы делали эту завивку. А сейчас ты идешь по городу, и очень уж много курчавых молодых ребят. Даже наши рыжие друзья. А как ты отреагировал, когда ты стал видеть на улицах города, на самом деле, ребят с такой же прической, хотя раньше таких и не встречалось? Мне приятно, как они называют эту прическу, когда идут за химией. Прическа Сафар Мухаммад Кнейн. И все. То есть много барберов, которых я знаю, они делают и говорят, да, вот. Прям именно под Так и таким называют. названием. Да, прическа Сафар Мухаммад. Так, Торона Music Award — это своего рода такое подведение итогов года, да, музыкального, потому что исполнители, которые будут там выступать, они будут представлять свои песни, которые в течение года звучали на волнах радио Азия Плюс, и в этом году мы от тебя услышим какую-то песню, мы пока не будем говорить какую мы номинировали, да? Ну, хотя внимательные слушатели, наверное, уже смогли сделать вывод. Будет что-то, какая-то... Будет что-то от тебя на выступлении, то есть, может быть, какая-то шоу-программа во время твоего выступления, или, может быть, там, я не знаю, бэк-вокалисты появятся. То есть, понятно, что ты будешь выступать со своим саунд-продюсером, с Джовой Рузиевым, с Джовидом Рузиевым. Пламенный ему привет, кстати. Да, большой привет, Джова. Пока он отсыпается. Да, но помимо вас двоих на сцене пока ничего не планируется. Пока что да.
Но, может быть. Но, да, конечно, все возможно. Все зависит от той песни, которая будет номинирована. Да, возможно, Джо в этом году будет петь. Или Вместо тебя. танцевать. А я буду танцевать. Мы бы посмотрели на это. Ну что ж, мы уверены, в любом случае это будет невероятное, яркое выступление. Но помимо музыки, Сафар, ты успеваешь еще заниматься, так скажем, общественной деятельностью. Ты задействован во многих проектах ЮНИСЕФ в Таджикистане. И не так давно ты был причастен к одному мероприятию, где основной темой был буллинг и кибербуллинг. Почему вот эта тема, и знакома ли тебе эта тема лично? Может быть, ты сталкивался когда-то, может быть, ты был этим может быть, кого-то буллером? буллил. Нет. Конечно. Было Конечно. дело? И булили, и булил. То есть каждый человек проходит через это, и в один момент я надеюсь, что каждый буллер, который будет в этом мире, ну, Будет осознают, да, то есть, ну и осознать это, осознать. Там же рамки буллинга тоже есть, то есть и уровень буллинга. Сейчас я считаю, что самый жесткий буллинг это кибербуллинг, которым все занимаются в нашей стране. Я смотрю, вот каждый день ты можешь просто что-то добавить, да, например, и ты заходишь в директ и тебя буллят, да, плохие слова пишут, наверное, да, там, или какие-то видео отправляют мне, например, с каких-то пабликов, где просто булят всех ребят. Просто видео делают и булят. Я просто смотрю и говорю, эти люди бессмертные, что ли? Почему они такие чувства безнаказанности, которые есть? И они не отдают себе отчет, что некоторые люди не справляются. Я-то справлюсь. Мне без проблем. Я всегда был уверенным очень и сильным ребенком. То есть я мог всегда постоять за себя. Если взять, что буллер всегда ищет себе жертву, я никогда не был жертвой. Я мог превратиться жертвой. Это называется тактическое отступление, понимаете, да? Это мы в играх говорим. И все, ребят. Поэтому я считаю, что нужно быть чуточку подобрее. Да, потому что все-таки все это заканчивается и все возвращается. Мы должны это запомнить раз и навсегда, что все возвращается. Круговорот буллинга в природе, да? Конечно, конечно. Так, Сафар, не хочется тебя отпускать, но мы вынуждены это сделать, потому что время в столице 9:57. Еще раз тебе большое спасибо, что ты пришел. Спасибо. Я имею в виду, мы, работники радио Азия Плюс и все твои поклонники с нетерпением ждут новых песен. Вот, и мы тебе желаем творческих успехов. Спасибо большое, ребят. Хотелось бы сказать, что все слушатели ваши, которые находятся в России, 10-го, 11-го, 11 в Москве, 10 февраля. Февраля. 10 в Москве, в Питере и 11 в Санкт-Петербурге. Будет Подожди, концерт. в Питере и в Санкт-Петербурге? В Москве, В Москве и в Москву. Не путай меня своим. Короче, будет два больших концерта. Где-то там в Один российских зал городах. 3090, другой зал Космонавт. Улетим в космос. Я вас всех приглашаю. Приезжайте. Ну, Отлично. анонсы еще будут, и твои Конечно, поклонники, которые находятся Обязательно. в Питере, в Санкт-Петербурге, в Москве и в Москву, они все увидят и обязательно придут. Конечно. Увидимся в Санкт-Петербург. Вау! Ну а те, кто в Душанбе, друзья, мы увидим и услышим Сафар Мухаммада Да. уже в следующий четверг, 21 декабря в Кохи Суруш. Не пропустите это яркое событие. Тарана Music Award 2023. Приобретайте билеты на сайте echipta.tj. Мы пошли обниматься, целоваться, фотографироваться с Сафар Мухаммадом. Ну а всем желаем отличного дня и чудесного Пока, ребят. настроения. Хорошего дня. Счастливо! Любим, целуем, пока!